почти год, как было столько манипуляций в СМИ и в соцсетях о повышении зарплат медикам. Нас уверяли, что врачи стали получать до 30 тысяч сом, и что оптимизация в ТСМ прошла на отлично. Мои коллеги-депутаты, граждане страны, в том числе и я лично, уставшие от длинных очередей и обветшалых больниц, с вечной нехваткой лекарств, с энтузиазмом поверили обещаниям правительства. Увы, вместо развития важнейшей социальной сферы и решения проблем здравоохранения, правительство заварило кашу непродуманных, как следует, необоснованных реорганизаций медицинских учреждений страны. В итоге произошла всего лишь манипуляция с цифрами и пришли к старым зарплатам. Врачам, от которых зависит наша жизнь и здоровье, заработную плату не повысили. Столько лет учебы, столько трудов, столько ответственности, а в итоге их тяжелый труд оценили как один обед в ресторане. Более того, никаких положительных изменений в качестве оказания медицинской помощи не было. Я уверяла, что нужно сначала сделать экономическое обоснование реформ, но меня уверяли в обратном премьер-министр, вице-премьер Алтынай Омирбекова, представители Министерства здравоохранения, Калиев, руководитель ФОМС, уверяли в том, что реформы правильные и реформы пойдут на благо населения и на благо врачей. Как можно всех так цинично обманывать правительство? Буквально вчера в соцсетях было опубликовано обращение врачей по поводу того, что происходит сегодня в здравоохранении. Отличительной характеристикой управления в системе здравоохранения стал кадровый беспредел, гонение и выдавливание из медучреждений опытных врачей и высококвалифицированных специалистов. Отсутствие механизмов обеспечения прозрачности и контроля при проведении конкурсов привело к снижению профессионального уровня нанятых консультантов и специалистов. Нередко в Минздраве практикуется совмещение специалистами и консультантами нескольких контрактов одновременно, что не способствует эффективности работы, а также приводит к чрезмерным финансовым расходам. Это факты подтверждает Счетная палата. И у меня складывается впечатление, что правительство намеренно рушит государственную медицину. Непрофессиональные, безответственные отношения правительства наносят непоправимый урон медицине страны и представляют угрозу здоровью нации. Это одна из серьезных причин оттока талантливых врачей, специалистов не только из системы здравоохранения Кыргызстана, но и в общем из страны. Уважаемое правительство, только объединение специалистов под одной идеологией и приход к власти профессионалов спасет нашу систему здравоохранения, систему образования и, в общем, социальной сферы. Прошу обратить на это внимание, Ашабек Майдунович. Рахмат.